Салем Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео. Ванга предсказала падение Назарбаева и Казахстана. Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажет, покажет. Друзья, перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходят все по вашим заказам. Смотрим, друзья. Что великая Ванга предсказала Нурсултану Назарбаеву в 1984 году? Елбасы Нурсултан Абишұлы Назарбаев. Как за эти годы сбылось пророчество слепой предсказательницы? Для казахов это очень важная вещь. И почему в Акарде боятся возвращения головы последнего казахского хана? В 1984 году в одну из своих поездок Нурсултан Назарбаев попал на прием к Ванге. Предсказательница долго отказывалась принимать его, но болгарские власти уговорили поговорить с партийным деятелем одной из союзных республик. Вот что ясновидящая рассказала 44-летнему Назарбаеву. Ты будешь настолько богат, что не представляешь себе, но это богатство не принесет тебе счастья. У тебя в руках будет большая и сильная власть, о которой ты и мечтать не можешь сейчас, но этой власти ты лишишься. Духи предков очень недовольны тобой. Был правитель твоей страны, великий воин, голова которого находится сейчас очень далеко, отдельно от его тела. Когда его голова воссоединится с телом, дух твоего народа воспрянет, и у него откроется второе дыхание. Но имей в виду, именно в этот день твоя голова упадет с плеч, то есть ты потеряешь власть. Об этом событии рассказал в интервью известный казахстанский общественный и политический деятель Уалихан Кайсаров. Те, кто знает историю Казахстана, понимают, что речь идет о Кенесары Касымове, последнем казахском хане, который в 1847 году был убит кыргызскими манапами. Хану отрубили голову и передали российским властям в качестве трофея. В советское время голова попала то ли в Эрмитаж, то ли в Кунсткамеру, а потом бесследно исчезла. Говорят, что партийного Бонзу такое пророчество не обрадовало. Он всегда был мнительным и верил всем, кто был так или иначе связан с миром неизведанного. Однако именно с 1984 года карьера Нурсултана Назарбаева пошла в гору. Он стал председателем Совета министров Казахской ССР. Через 5 лет переместился в первые секретари Центрального комитета Компартии. После развала Союза в декабре 1991 года коммунист Назарбаев провозгласил себя президентом Казахстана, коим и является 27-й год. В руках Нурсултана Абишевича сейчас действительно сконцентрирована огромная власть. Он создал коррупционную Смотрим дальше. одного человека. В Казахстане нет института преемственности власти и опыта честных выборов. Сам Назарбаев и его родственники сказочно богаты. Их состояние исчисляется миллиардами долларов, которые по сути украдены у народа Казахстана. Целые поколения родились и выросли при Нурсултане Назарбаеве. Они никогда не видели другой альтернативы, кроме вечного президента. То есть по сути пророчество Ванги сбылось наполовину. В Казахстане периодически озвучивается тема возвращения головы казахского хана Кенесары. Российские власти по непонятным причинам не желают ее отдавать. Есть свидетели, которые говорят, что своими глазами видели голову. В интернет даже просочились фотографии экспоната. Кенесары – знаковая фигура для Казахстана. Он на протяжении почти 20 лет воевал против царской России. И возвращение черепа имеет большое духовное значение для казахов. Переговоры о передаче головы вроде идут на самом высоком уровне. Вот, например, Карим Масимов на посту премьер-министра просит российского коллегу Дмитрия Медведева посодействовать в передаче артефакта и даже называет место хранения – Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. Останки могли вернуть в Казахстан, где захоронить на территории Казахстана. Это для казахов это очень важная вещь, нужно очень много большой просьбы, к которой обращаемся. Не сомневайтесь, сразу же поручение устные, если хотели письменные. Правда, говорят, что Масимов действует по приказу своего шефа и вовсе не собирается привозить останки великого Кенесары в Казахстан. Перед ним стоит задача уничтожить голову великого хана, чтобы не допустить возвращения останков в родные степи. Трон под Назарбаевым шатается, старик помнит предсказания и хочет до конца своей жизни оставаться у власти. Он провозгласил себя Елбасы и назвал резиденцию Акардой, но боится, что пророчество легендарной Ванги сбудется, и спустя века настоящий хан вернет казахам свободу. Друзья, но честно, к
К таким предсказаниям я отношусь вообще скептически, очень скептически, потому что я верю в то, что есть единый Бог, и мы все будем стоять перед Ним на коленях. В это я верю. А то, что предсказания, да, может и где-то есть здесь правда, и потому что откуда, да, Ванга знала про голову Кинесары хана, тоже вопрос такой интересный. Потом, когда они возвращают, вот именно голову уже сколько лет не возвращают, Назарбаев, может, здесь тоже помогал этой системе, чтобы не возвращать голову, чтобы не уйти с трона. Но сейчас он уже, может, он и при власти, потому что много кто говорят, что он хоть и ушел, да, но все равно сдалека руководит невидимой рукой, можно так сказать. Не знаю, где здесь правда, где неправда, друзья. Обязательно напишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу, потому что вещей таких много. Но я знаю, что есть люди, которые верят в это все предсказание, да, и многие предсказания Ванги сбывались, да. Но здесь тоже такое какое-то непонятное ощущение, вроде Назарбаев услышал предсказания Ванги и сам, наверное, помогал, чтобы голова хана не возвращалась в Казахстан. Это мое такое предположение, друзья. Большой рахмет, друзья, всем, кто посоветовал этот видеоролик. Я рад видеть вас всех на моем канале, друзья. Я вижу, вы советуете различные ролики. Обязательно, когда вы в комментариях пишете, сделай на то или иное реакцию, сбрасывайте ссылочку, пожалуйста. Сбрасывайте ссылку, и я обязательно сделаю реакцию. Там просили на Димаш сделать, сделаем на Димаш реакцию обязательно. Димаш вообще номер 1 в списке делать реакции, потому что он очень по душе мне, можно сказать, когда слушаешь его, душа успокаивается. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался, я рад видеть вас всех на моем канале, друзья. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходят все по вашим заказам, друзья. Алга Казахстан, слава Украине, берегите себя, до встречи.